Что такое стартапы? Как эта сфера развивается у нас как в регионах, так и в Казахстане в целом? Об этом и не только мы будем сегодня говорить в нашей программе «Центр финанс». И разрешите представить вам гостей. Сегодня у нас в студии Нурсултан Калдыбаев, руководитель Центра развития инновационной экосистемы АО «Астана Innovation», а также Нурлан Байженов, директор Центра коммерциализации технологий АО «Натор». Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо, что уделили время в своем плотном графике. Так, я, наверное, начну с Нурлана. Нурлан, как в Казахстане в целом развивается сфера стартапов? Есть ли интерес со стороны как институциональных инвесторов, так и частных людей? Да, сейчас, как вы знаете, в последние несколько лет эта тема достаточно бурно развивается. И наше Национальное агентство по технологическому развитию как раз-таки участвует в новой программе бизнес-инкубирования, которая как раз-таки способствует этому развитию стартап-индустрии. А есть ли какие-то опытные уже варианты, о чем можно говорить, какие-то достижения в этой сфере? Ну, эта программа начала реализацию. Вот в этом году мы сейчас провели конкурс среди бизнес-инкубаторов, отобрали 3 бизнес-инкубатора. И на площадке этих инкубаторов уже будут развиваться стартапы. Насколько я знаю, Нурсултан, Астана тоже плотно взялась за развитие инновационных технологий, стартапов. Как в этом плане Астана впереди планеты, республики, или же также идет потихоньку к становлению? Хорошо. Ну, в целом я хотел бы сказать, что сейчас Астана уже стала центром генерации многих идей, центром притяжения. Тому и являются многие факторы. Это и проведение международной выставки Экспо, и открытие Станинского финансового центра. То есть это все становится такой воронкой в стране, куда приезжают молодые ученые, стартапы, люди с идеями, которые хотят воплотить, реализовать свои бизнес-идеи в Астане. Для этой цели, конечно, акиматом города Астаны проводится очень большая работа в лице Астана Innovation. Мы на текущий момент, в прошлом году мы утвердили стратегию развития инноваций на 2 года. Уже бывший аким города Астаны Асет Уриндович Секешев полностью поддержал данную инициативу. И мы для себя разработали четкие планы, четкое видение, где и как мы будем двигаться в сфере развития инноваций. В целом, говоря об инновации, нам необходимо понимать, что мы должны, как город, как акимат, как Астана Innovation, наша роль – это создание инфраструктуры, создание возможностей для стартапов, которые в дальнейшем смогут реализовать свои идеи. Для этих целей мы для себя выбрали в основном это кейсы, задачи. Что должны решать стартапы, мы должны понимать. Инновация – это такое широкое слово, применимое ко всему. И мы для себя определили вещи такие, как решение городских технологических задач. То есть город в целом работает над этими проблемами, скажем, все мы знаем про проблемы и ливневой канализации, и снегоуборки и так далее. В целом город работает, есть свои направления, есть свои ответственные органы, но мы решили привлечь сюда и молодых талантов, инноваторов, стартапов. И в рамках данного мероприятия, в рамках данных инициатив мы запустили такое мероприятие, как Астана Innovation Challenge. Это стартап-уикенды, хакатоны, и где мы даем кейсы, задачи ребятам с различных вузов, привлекаем студентов. У нас возрастное ограничение не только студенты, но и все, кто хочет предложить свои идеи городу. И здесь мы открыли площадку, привлекаем ребят, и уже на текущий момент в прошлом году мы провели 6 таких мероприятий, в этом году уже 3 мероприятия провели, и еще мы планируем 3 мероприятия. Темы различные, более подробно, думаю, я позже расскажу вам, какие проблемы, какие тематики были в этих мероприятиях. Нурсултан, все-таки вы акцентируетесь сейчас в формировании и построении умного города, или же все-таки есть, допустим, идеи по помощи медицинской системе города, образованию, детскому саду и другие сферы? Я в целом скажу так, если мы говорим о развитии умного города, то мы должны рассматривать комплекс мер, которые нам необходимо развивать. Это и смарт-сити,
это и безопасный город, это и развитие инноваций. То есть эти все три вещи, они взаимосвязаны. То есть начиная от постановки задачи, от проведения мероприятий, дальше это проведение акселерационных программ, да, где с ребятами необходимо интенсивно работать, с командами, стартапами необходимо работать, чтобы их идеи уже доводить до финальных работ, то есть до финальных уже какого-то там прототипа, или уже до создания компании, ТО там, или акционерного общества. И второе, и последнее, наверное, одно из самых важных, это внедрение уже данных стартапов. В этом направлении, конечно, у нас существует как бы несколько компаний, скажем, да, несколько возможностей. То есть это вот и помощь, оказываемая стартапам в работе Национального агентства технологического развития, ЗЕРДЕ, то есть мы сейчас знаем про Астана Хаб, что у нас начал работать Астана Хаб, различные банки второго уровня, то есть в целом есть и в Акимате программы, как дорожная карта бизнеса 2020. Я почему про это все говорю? Потому что само этап внедрения – это один из самых важных моментов вот в развитии стартапов. Здесь вот мы очень сильно плотно работаем в этом направлении. У меня следующий вопрос к Нурлану. Нурлан, в своей работе в целом эта сфера опирается на какую правовую базу? Понятное дело, это ваша забота там, искать инвесторов и так далее. А чтобы легализовать это, чтобы не было конфликта интересов и решить все правовые вопросы юридические, есть ли у нас как бы сформирована такая база для работы стартапов? Все-таки для Казахстана это новая сфера, да, мы перенимаем международный опыт и так далее, но надо еще и подогнать, наверное, правовую какую-то основу для гармоничного развития этой сферы. Ну, да, ну, стартапы, они, в принципе, такие же организации, которые работают в правовом поле Казахстана, которые действуют. Да. В этом плане правовое поле, оно достаточно уже описано, и в рамках этого правового поля можно работать. Другое дело, что для финансирования нужно привлекать какие-то новые инструменты. Здесь, конечно, один из инструментов – это венчурное финансирование. И в этом направлении была проделана работа. В этом году принят закон о венчурном финансировании. И мы надеемся, что стартапы будут финансироваться. Также это будет активный инструмент инвестиций в стартапы через это законодательство венчурного финансирования. А со стороны инвесторов или больших компаний в Казахстане есть интерес или от частных людей развивать эту сферу? Насколько я знаю, большие там корпорации, они заинтересованы как-то улучшить бизнес-процессы внутри своей компании. И как, если у них они ограничены какими-то, допустим, юридическими, правовыми вопросами или в целом ресурсами, то они привлекают тех же людей со стороны, чтобы оптимизировали у них внутри бизнес-процессы какие-то. Да, сейчас спрос на корпоративные инновации достаточно высок. Многие уже корпорации обращают на это внимание, чтобы как бы сократить свои расходы, оптимизировать расходы, уменьшить себестоимость, обращаются в эту сторону. Другое дело, насколько предлагает рынок решения для внедрения вот таких инноваций. Здесь как раз-таки вот наша программа, о которой мы говорил, она должна этому способствовать. В чем заключается суть стартапа? Ну, стартап, по сути, любой, вот на примере даже Астаны, можно сказать, да, вот какие-то решения предприятия дают, но стартап, по сути своей, это люди, предприниматели, которые хотят стать бизнесом, вырасти в какую-нибудь среднюю или в большую компанию. Да? И этому должны способствовать площадки какие-то. Предположим, они участвуют сейчас многие стартапы в конкурсах, хакатонах, да? Но это не совсем достаточно. Нужна какая-то площадка, где они бы пришли с идеей и им помогли развиться до уровня бизнеса, чтобы уже был и бизнес-план, и четкое видение рынка, и четкое видение своего продукта, чтобы это все помогли. Вот как раз-таки инкубаторы, которые мы выбрали, они должны способствовать этому развитию вот этого рынка стартапов.
И в дальнейшем, конечно, будет вопрос стоять о привлечении инвестиций. Это могут быть как государственные гранты, наши инвестиции государства, либо частные инвесторы, те же венчурные фонды, либо любой другой частный инвестор может прийти, если он видит, что действительно на площадке есть хороший проект, который можно внедрить к себе в производство или заработать на этом. Нурсултан, есть ли у вас приоритетные какие-то направления? Это также будет вопрос к Нурлану. Нурсултан частично рассказал, что это комплекс, вы рассматриваете этот момент, чтобы везде и повсюду понемногу развивалось. Но НАТР и Астана Innovation, как кураторы этой сферы, наверняка есть в кейсе, там прописано, где у нас приоритет, где можно как бы оставить на потом какие-то проекты? Есть ли какие-то такие вот? В целом, если говорить об Астана Innovation, как я до этого сказал, мы все-таки город, и мы исходим из того, что мы поддерживаем все инициативы, то есть исходя из того, что нет такой узкой как бы специфики, да, но конечно, идя ногу со временем, мы понимаем, что развитие таких технологий, как Big Data, большие данные, там, Open Data, то есть открытые данные, то есть IoT, да, интернет вещей, там, потом уже у всех на слуху это блокчейн, да, блокчейн в финансовых технологиях, то есть и так далее. Конечно, мы тоже уделяем этим направлениям, да, основную модель, потому что мы должны идти в ногу со временем. К примеру, мы буквально вот в эти выходные провели такое мероприятие «Стартап Уикенд», где мы тематикой обозначили безопасный город. И одним из кейсов было это распознавание лиц. То, что сейчас мы все как бы желаем внедрить, реализовать, это вот распознавание лиц, это что будет способствовать то есть и для наших органов внутренних дел, и в том числе и в местах массового скопления людей. То есть такой тренд, да, мы идем ногу как бы со временем, но в то же время мы не забываем и о социальных вещах, то есть это, и, как вы сказали до этого, и здравоохранение, и образование, и большой акцент уделяется, конечно, жилищно-коммунальному хозяйству в Астане, то есть в целом. А вот касательно финансов, вы как кураторы вот, две компании, вы, получается, как ищете спонсоров, потом и конечная цель довести до конвейера или, допустим, до сформированной какой-то полноценной компании, да? Здесь достаточно ли только частного капитала или, на ваш взгляд, нужно рассмотреть помимо государственных грантов и субсидий, какой-то фонд, может быть, при государстве организовать, который бы выделял на такие вещи средства? Ну, да, это сложный вопрос по организации фонда, но в плане, вот, по нашей программе мы помогаем, с одной стороны, самим инкубаторам, чтобы они развили свой бизнес, помогаем как финансово, там, софинансируем их расходы, так и помогаем методологически, то есть помогаем консультантам и практикам, которые будут показывать, как строить их работу. Но, с другой стороны, мы также помогаем стартапам. В следующем году предусмотрены деньги на государственные гранты для проектов, и у нас есть определенные критерии для инкубаторов, чтобы они подготовили стартап-проекты для финансирования через госгранты. Но если эта площадка заработает, действительно в инкубаторах будут хорошие проекты, я думаю, здесь не только будет государственное финансирование, здесь и частные инвесторы будут смотреть проекты, может быть, и частное финансирование будет привлечено. Ну ладно, как вы думаете, что нужно, чтобы в эту сферу больше денег пришло, больше инвесторов? Может быть, какие-то есть барьеры, сдерживающие факторы, учитывая все вот эти плюсы, о которых вы говорили, и Нурсултан, ну, люди не спешат, я так понимаю, идти. Может быть, что-то надо изменить. Вы, как человек, который этим плотно занимается, видите какие-то вот пробелы, которые нужно устранять, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что главное
Проблема – это предложение. То есть должны быть проекты, должны быть новые идеи, должны быть люди, которые действительно предлагают идею, должны люди, которые знают, как это сделать, должны быть люди, предприниматели, которые могут это сделать. Если будут это предложение, масса предложений, это критическое, то тогда, в принципе, уже и инвесторы будут смотреть, и даже если не наши, там, может быть, и зарубежные инвесторы придут к нам, да. И я думаю, что основная проблема здесь не в нормативной какой-то базе, не в каких-то там препонах или барьерах, а в самой массе, вот этой критической массе проектов. В этой связи как бы мы призываем, чтобы молодые люди, особенно и активно работая своими идеями, шли в эти инкубаторы. Да. Нурлан, если, допустим, взять среднестатистического человека, у которого есть какие-то идеи, он может разработать что-то, IT-специалист и так далее, можете объяснить ему, рассказать алгоритм действий, что ему нужно сделать, чтобы попасть в поле зрения и дальше, допустим, с вами сотрудничать, развиваться и в дальнейшем? Ну, во-первых, надо посмотреть на нашем сайте, у нас будет информация о инкубаторах, с которыми мы сотрудничаем, мы подписываем с ними договор на 3 года. Они могут обратиться в эти инкубаторы как раз-таки будут отбирать эти проекты. Какие критерии устанавливать будут, какие у них взаимоотношения, на каких условиях. Это они договариваются между собой, поскольку это мы сознательно пошли по этому пути, чтобы частный рынок регулировал, сам инкубатор и стартап договаривались между собой об условиях вхождения в эти инкубаторы. А сейчас самая распространенная бизнес-модель сотрудничества того же инвестора и стартапера, он в чем? Допустим, он вкладывает средства, а не наверняка он ожидает возврата этих денег плюс с какой-то маржой, наверное. Стартапы могут в Казахстане обеспечить такой интерес тому или иному инвестору? Или он заранее уже заведомо знает, что если этот проект прогорит, то он потеряет деньги? Ну, вообще инвестирование в стартапы, конечно, это достаточно рисковые инвестиции, это надо понимать. И там тоже, если посмотреть в практике, там 1-2 проекта из 10 могут принести прибыль, которая перекроет остальные 8-9, которые неудачно развились. Да. И поэтому здесь инвесторы, которые вкладывают в стартап, конечно, понимают. Только сейчас разные виды сотрудничества. Есть инвесторы, которые, в принципе, вкладывают небольшие деньги, да, на начальном этапе, входят в эту команду, потом начинают искать еще больших инвесторов. Да. Такие форматы тоже существуют. Здесь уже на усмотрение самих предпринимателей. Нурсултан, у нас есть уже в Астане, в столице Казахстана, какие-то проекты, которые уже доведены до логического завершения, от идеи, или, может быть, на стадии идеи сейчас находятся, какие-то уже на стадии реализации, а какие-то уже завершены и полноценно работают, и на основе этих проектов, смотря на них, можно как-то корректировать дальнейшую свою работу по развитию? Конечно, есть такие проекты, то есть я сказал то, что мы проводили в прошлом году мероприятие, да, то есть, но в целом я хотел бы немножко еще отойти вот к предыдущему вопросу, то, что вы говорили о минусах и плюсах, и вот дойти уже до вашего ответа. В целом, говоря о развитии инноваций, мы должны понимать, что мы должны развивать инновации, наверное, с детского сада. С детского сада, школы, то есть в школах уже преподавать детям бизнес, куда они хотят идти. Я просто, мне нравится лично, это израильский пример, это я очень много разговаривал с израильскими экспертами, то есть они уже в школьном возрасте детям прививают, какой бизнес ты, кем ты будешь, то есть у ребенка уже в ментальности есть, какой он бизнес будет развивать. Один из детей там говорит, мне нравится людей связывать, значит он будет работать в сфере не знаю, может, журналистики или что-то такое. Мне нравится больше биомедицина или еще. И то есть мы уже детям даем возможность развиваться по направлению. Дальше уже идет вопрос в студенчестве, то есть студенческая пора начинается. Здесь мы тоже должны поддерживать и развивать науку в целом. Развивать науку, выделять деньги на науку, на R&D, как так называемый, да. И тоже будем получать этого выхлоп. Критическая масса, да, будет. Об успешных проектах они сразу все, то есть это как бы
это такое венчурное финансирование, да, венчурный подход. Как Нурлан отметил, там из 10 проектов, если даже один выживет, проект, стартап, это уже большой плюс. К примеру, мне нравятся там, белорусские примеры, это два таких для меня, это вот как Viber как бы, в Беларуси там, и World of Tanks. Это два таких якорных проекта для Беларуси, да, то есть два проекта уже это создает такой бренд страны. И наша задача, вот, думаю, всех нас здесь, это создать в Казахстане такие международные бренды, казахстанские бренды, которые будут нас позиционировать на международном рынке. Касательно примеров в Астане, наверное, самое такое, то, что мы говорим, что стартап – это камеры Сергек, да, если вы слышали про них, это тоже стартап. То есть Кайрат Ахметов, он тоже был стартап, он ходил со своей идеей и говорил, и в принципе вот это такой первый ГЧП IT-контракт, который государство подписало, тоже IT такой стартап. Но в целом, конечно, мы, как акимат города Астаны, мы оказываем, как сказал, наша роль это создание инфраструктуры, поддержки стартапов. Да? Есть, конечно, такая еще проблема у стартапов, это так называемые грантоежки. Да? То есть они получают гранты от различных организаций и, в принципе, дальше не развиваются. Да? Ну, еще и зависит от нашей ментальности немножко, скажем так, к сожалению. Да? Но здесь тоже мы, допустим, создаем условия, к примеру, у нас был проект iLab. То есть им нужно было необходимо доступ Астана РЭК, да, то есть это в сфере энергии, им нужно было тестить свои там решения, мы тоже как бы создали эти условия, то есть свели, начали работу они с Астана РЭК. То есть очень много таких проектов, в том числе и с корпоративными партнерами, там, с BI Group и так далее. То есть BI Group берем задачи, то есть строительство в целом в городе ведется же. И какие-то проекты они тоже уже себе внедрили, то есть, к примеру, там garbage collector, да, по разделению ТБО, мусора там, и так далее. То есть примеры есть, и мы стараемся развивать этот как бы, портфель этих проектов. Более того, мы создали базу данных этих проектов и то есть, работаем в этом направлении. Потенциал для роста в этом плане. Вы же все-таки ездите, общаетесь, разговариваете, встречаетесь с этими людьми. Какие регионы могли бы выделить у нас в Казахстане? Ну, в целом во всех регионах, наверное, есть какие-то идеи, когда встречаешься и идешь в те же университеты, те же инкубаторы при университетах академические, там, в принципе, есть молодые люди, которые горят какой-то идеей, показывают какие-то разработки, которые работают с предприятием. Вот в Павлодаре мы были, Павлодарский государственный университет, он сотрудничает с нефтеперерабатывающим заводом, тоже какие-то проекты свои внедряет. Это зависит еще от направленности региона, промышленных регионов больше в эту сторону направлено. Но не секрет, что Алмата – это образовательный центр, где скопление вузов большое, поэтому, наверное, там большое скопление вот идей, вот этих стартапов. А как у нас обстоят дела с бизнес-англами, так называемыми, которые ведут, допустим, выделили себе один проект, человека, там, инициатора, и как бы его доводят до логического завершения? Ну, бизнес-ангелы – это, в принципе, те же инвесторы, но у нас нет какого-то учета, там, статистики, да, по бизнес-ангелам или какой-то ассоциации бизнес-ангелов. Ну, как раз-таки мы надеемся, что в будущем мы тоже займемся, это будет, вот, наши проекты будут, дадут толчок вот, развитию вот, бизнес-ангелов, и, может быть, будет какая-то ассоциация бизнес-ангелов, будет какой-то пул бизнес-ангелов, которые будут смотреть проекты, мониторить их, может, инвестировать. Вообще, в целом, вот и Нурсултану, и Нурлан, вам вопрос. Вообще, вы как потенциал этого рынка, как оцениваете и по рентабельности? Кто там, допустим, 1 тенге вложил, он завтра 2, если при удачном стечении обстоятельств. Обычно так говорят, допустим, это очень там рентабельный бизнес, рентабельная сфера, куда там вкладываешь 1 тенге, потом получаешь 2. Как вы оцениваете вообще рынок стартапов у нас в Казахстане? Объем, потенциал и рентабельность? Потенциал есть, объем нужно рассчитывать, какие-то прогнозы делать. Но да, действительно, если этот будет проект какой-то удачный, успешный, у него рентабельность, да, может быть высокая. Это при минимальном вкладе, там, может быть очень высокая рентабельность, да, там, за примерами не будем
далеко ходить. Ну, в принципе, это известно, да. Но здесь надо не забывать, что человек, предприниматель может потратить время, потратить свои ресурсы, и там несколько лет, и у него проект может не быть успешным, то есть ему придется сворачивать, то есть есть и риски. Да. Нурсултан, ваше мнение? Ну, в целом, говоря о финансовой части, да, мы должны понимать, что у каждого стартапа есть своя финансовая модель. Кто-то рассчитывает на какие-то малые деньги, кто-то рассчитывает на большие деньги, но здесь, исходя из того, что мы видели, да, какие проекты, то, в принципе, все стартап-проекты, которые вот, ну, лично я видел, они все финансово рентабельны. Самое главное здесь просто ребятам помочь, ребятам дать правильное направление, дать правильных, как мы говорим сейчас такое, менторов, то есть учителей, которые смогут им подсказать, в каком направлении двигаться. То есть такой развивать школу менторства. И одним из, ну, как я еще раз отмечу, что одним из важных шагов будет в дальнейшем, чтобы эти стартапы были доходные, это уже работать не только на казахстанский рынок, а завоевывать рынки. И, наверное, самый популярный это рынок, чтобы это рынок Китая, да, завоевать просто и Европы, да, то есть и уже нашим стартапам. То есть многие страны, в принципе, на этом и как бы в этом направлении работают. То здесь нам тоже необходимо как бы в этом направлении двигаться. Спасибо вам большое, что уделили время. Уважаемые телезрители, на этом мы заканчиваем. Я напомню, что у меня в гостях был Нурсултан Калдыбаев, руководитель Центра по развитию инновационной экосистемы АО «Астана Innovations», а также Нурлан Байженов, директор Центра коммерциализации технологий АО «Натор». До следующих встреч.